На Юргане время итогов. Меня зовут Елена Мезенцева. Здравствуйте. И вот что вы увидите сегодня. Своих не бросаем. Делить нас не стоит. Мы всегда были, есть и остаемся одним общим народом. Что связывает Коми и Крым? Время вперед. Нам удобно, мы уже привыкли, и менять ничего не хочется. Будем ли мы и дальше сверять часы по курантам? Наш Леонтьев. Особенно удивительный закат. Я нигде таких закатов не видел. Ну, может, разве что в Коми СССР. Как русский Майкл Джексон начинал свою карьеру. За минувшую неделю рейтинг Путина побил 5-летний рекорд. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, его поддерживают без малого 76% россиян. Страна оценила исторический шаг президента. Крым снова российский. Я не помню такого общенационального восторга. Внутри страны противники присоединения полуострова сейчас в таком меньшинстве, которое дотягивает разве что до статистической погрешности. «Своих не бросаем» – этот лозунг Коми скандировала вместе с другими регионами. Об этом Виктория Палкина. Ухта стала первым городом, жители которого вышли на митинг в поддержку Крыма. На центральной площади собралось больше 500 человек. Население полуострова в большинстве русскоязычное, поэтому лозунг «Своих не бросаем» звучал очень часто. Он же был и на плакатах. Делить нас не стоит. Мы всегда были, есть и остаемся одним общим народом. Во мне в самом течет и украинская, и русская кровь, и я себя не подразделяю. Делиться сейчас на правых, левых, первых, вторых, черных, белых и так далее. Сейчас нам нельзя, особенно в эту минуту. Многие пришли поддержать не только жителей полуострова. За мир на всей Украине выступил председатель ухтинской дагестанской диаспоры. И помощником в этом деле должна стать Россия. На сегодня Россия является флагманом, который носит только добро. Вот это многие недооценивают. Да? Россия терпит. Да? В конце концов, она говорит свое слово. Вот. Слово какое? Не то, что это жесткое слово. Слово, за которым пойдет весь народ. Часовой митинг возле памятника Ленину сами ухтинцы назвали символичным. Несмотря на расстояние, активисты уверены, их поддержку крымчане ощутят. Это же когда-то была частица нашей страны, понимаете? И там же такие же люди живут, как и мы здесь, в Ухте, на Дальнем Севере. Поэтому нельзя просто остаться равнодушным к тем людям, которые там живут. В Воркуте живет очень много украинцев. В эти дни жители самого северо-восточного города Коми готовы помочь родственникам и друзьям, с которыми они поддерживают постоянную связь. Все россияне переживают, все болеют за это, передачи смотрим. Я еще из самых южных областей, поэтому мне очень тяжело это переживаю. Билеты пришлось сдавать. Вот на Украине были с 22-го билеты, все, сдал. Я однозначно на стороне Крыма, потому что раз они Косово отделили, Шотландии там отделяются, почему они не имеют права? Полностью, тем более там в основном русские живут. А потом, что это такое, когда Обама говорит, что Путин пожалеет? Это в конце концов руководитель государства. Что это не за неуважение к руководителю другого государства? Меня, например, это возмущает. Поэтому вот, я не знаю, у России должно быть свое лицо. Тут в Воркуте живем, украинцев много. Это было, да, в армии служили вместе с украинцев. Но я переживаю, конечно. А уже во вторник, 18 марта, Сыктывкар присоединился к всероссийской акции «Мы вместе». На театральной площади насчитали около 1000 неравнодушных горожан. Это ветераны, казаки, учителя, врачи, студенты, политики, общественники. Все с плакатами и лозунгами в поддержку Крыма. Западный мир пытается разделить единый народ. Мы все вот именно против этого. Нельзя разделять единый народ. А для них это очень важно, чтобы разорвать наше православное русское пространство, чтобы потом разделить государство и легче справиться. Мы за то, чтобы мы были все вместе. Были здесь и те, у кого крымские корни. И все же чаще в толпе вспоминали свою службу в Севастополе. Черноморский флот всегда был родным и остается таким для всех. Дух России всегда был. Всегда российский дух. Я был во флоте всегда. Большинство Севастополя народ севера, большинство севера, Санкт-Петербурга, Северного флота и северяне служат.
тот же день митинги в поддержку Крыма прошли еще в 80 субъектах России. А президент Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием расставил все точки над «и». Вспомнил и историю крымского вопроса, и историю отношений России и Украины. Решение о защите интересов русских граждан Крыма вызвало волну возмущений в Европе и на Западе. Там политики вдруг вспомнили о нормах международного права, которые, когда речь шла об их интересах, это право игнорировали или извращали. Это письменный меморандум США от 17 апреля 2009 года, представленный в этот самый международный суд в связи со слушаниями по Косово. Опять процитирую. Декларации о независимости могут, и часто так и происходит, нарушать внутреннее законодательство. Однако это не означает, что происходит нарушение международного права. Конец цитаты. Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. Чему? Коми расширит сотрудничество с Крымом в составе единой страны. Такое заявление после выступления Владимира Путина сделал Вячеслав Гайзер. 2 года назад наши регионы заключили соглашение, в рамках которого работа идет в различных сферах. Вячеслав Гайзер уверен, помогать нужно прежде всего экономике Крыма, основа которой – туризм. Наша помощь и участие должно заключаться в том, чтобы мы в рамках уже имеющихся договоренностей продолжали туда посылать на отдых наших детей, жителей республики. Я напомню, что у нас и санаторий там в Саках, да, действует, функционирует и будет функционировать дальше. Это касается и других там направлений взаимодействия. Вот это и есть наш вклад основной. 2 года назад, когда крымская делегация побывала в Коми, договорились об организации прямых авиаперевозок. И как заверили представители тогда еще украинской стороны, наша республика оказалась в списке приоритетных российских регионов, сотрудничество с которыми должно стать особо выгодным. Мы даем беспрецедентную скидку на аэропорт Симферополь для того перевозчика, который начнет летать в Коми. Эта скидка будет 50%. Мы таких скидок не давали никогда никому. Например, в Минску мы дали 20%. Второе. Мы готовы оплатить рекламу рейса для того, чтобы разместить ее по республике Коми. Именно отсутствие прямого авиасообщения тормозит продажу туров в Крым, уверены представители сыктывкарских турфирм. Путевки в крымские здравницы и отели популярностью в прошлом сезоне пользовались лишь у 15% путешественников из республики. И все они сталкивались с одинаковыми проблемами. Можно было ездить по российскому паспорту, но почему-то пограничники Украины ставили туда отметки. Вы приезжаете обратно к себе домой, идете в паспортный стол, и вам этот паспорт нужно менять, потому что он является недействительным. Между тем, сейчас в Коми проходят акции по сбору гуманитарной помощи. Одну партию для крымчан и бойцов Беркута волонтеры региона уже отправили. К своим российским коллегам подключились и полицейские региона. Они перечисляют деньги для сотрудников внутренних дел Украины, которые пострадали в ходе массовых беспорядков. Виктория Палкина, Максим Васильев, Антон Ворожищев, Дмитрий Ведерников о первых откликах крымского вопроса на Коми-земле. Обращаясь к россиянам во вторник, Путин поблагодарил всех за патриотический настрой. Но нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией. Конец цитаты. Так что от внешней политики переходим к внутренней, от праздника души к будням. Вячеслав Гайзер на этой неделе продолжил поездки по республике. Сначала Ухта, потом Сосногорск, которые не хотят никакого ядерного могильника под боком. Было и громкое заявление, которого ждали. Пока я руководитель региона, никакие ядерные отходы завозиться в республику Коми не будут. Из Сосногорска Максим Васильев. Сосногорская швейная фабрика встретила гостей фигурами в униформе. Нет, это не популярные нынче силы самообороны, самые обычные манекены, рекламирующие главные приоритеты – форменную одежду нефтяных и газовых компаний. Изготовить один настил вручную, если высадка надо, нужно до 8 часов механической работы. Это все делается за 20 минут.
Директор предприятия Дмитрий Калагривый с гордостью показывает мозговой центр фабрики, конструкторское бюро, со своей славной историей. Еще 20 лет назад Сосногорская швейная фабрика выиграла тендер на пошив всех типов формы железнодорожников России. И до недавнего времени все проводники страны носили китель с биркой «Сделано в Сосногорске». Впрочем, сейчас задачи у фабрики куда более масштабные. Уже закуплены новейшие японские станки, обозначены новые рубежи – 100 тысяч изделий в месяц. Почти безотказный заморский механизм Вячеслав Гайзер запустил лично. Один из главных сувениров для Вячеслава Гайзера, герб республики, вышили прямо при нем и уже спустя несколько минут вручили главе. Что значит качество местное? Вот так вот. Спасибо. Качество местной продукции действительно ценят, причем не только в республике. Главные клиенты Сосногорской швейной фабрики – газовики и нефтяники со всей России, для которых шьют не просто форму с логотипом, качественно меняют защитные характеристики материала по собственной методике. Когда мы подошли к разработке такого костюма, как огнеупорный костюм для нефтяных компаний, прежде всего для нефтеперерабатывающих заводов, здесь стоял очень серьезный вопрос. Одежда защищала человека при открытом огне не более 50 секунд. То есть у человека была возможность убежать с огня только 50 секунд. Если он споткнулся, упал, он сгорел, извините. Так вот, мы разработали такой огнеупорный костюм, в котором человек защищен 4 минуты. За 4 минуты можно спастись. Мы считаем, что это серьезное достижение наших модельеров. Свой вариант школьной формы – еще одно серьезное достижение местных кутюрье. Импровизированный показ Вячеслава Гайзера не оставил равнодушным. Единый стиль для всех классов от Сосногорской швейной фабрики вполне может стать для региона эталоном. При прочих равных предпочтение в выборе поставщика всегда будет отдано республиканской компании, заявил глава. Год прошел. Сегодня есть возможность проанализировать и принять решение, что, может быть, стоит поправить, да, вот в этих решениях, для того, чтобы все-таки сама идея школьной формы, которая, собственно, закладывалась в нашем государстве, она выполнила вот ту роль, собственно, которая и должна быть. И в этом смысле я считаю, что те образцы школьной формы, которые, собственно, мы сегодня видели, могут быть той основой для системы нашего общего образования, которые могут использоваться в наших школах, в наших учебных заведениях. Создание могильника ядерных отходов в Ухтинском поселке Водный – еще одна тема, которая будоражит здешнюю общественность. От поспешной истерики нужно воздержаться, призывает глава Коми. С руководством Росатома налажен конструктивный диалог, ни один вопрос местных жителей без ответа федералов не останется. Я разговаривал в телефонном режиме с руководителем Росатома, господином Кириенко, и нашел полное понимание в части того, что раз вопросы есть, это недоработка Росатома, и что, соответственно, команда Росатома, вот сейчас мы отрабатываем формат, в каком виде это будет задействована вот в этой работе с общественностью, в полном смысле этого слова, для ответа на все вопросы. Если необходимость будет в каком-то виде корректировки, если в этом какие-то сомнения возникнут, в том числе у специалистов, а не только у общественности, значит, такие корректировки будут. В любом случае достигнуто взаимопонимание в чем? Что до тех пор, пока вопросы не сняты, физических работ быть не может. Ни один вопрос не остался без ответа Вячеслава Гайзера и на встрече с общественниками Сосногорска, как устный, так и письменный. Существуют проблемы, которые уже решаются не первый десяток лет. В частности, я говорю о наших дорогах автомобильных. Это трасса у нас Ухта-Троицко-Печорск, Виса-Райоль. Хотелось бы все-таки наконец-то узнать реальные сроки. То, что касается вашего направления, предусмотрено к финансированию и частично уже проектирование готово. Это 3 таких базовых участка, вернее 3 базовых элемента, что ли. Да? Это мостовой переход от река Лёгких, да, соответственно, Чомксаэль, да, Лёгких, 26 километров участок, и Седью Чомксаэль 13 по-моему, с чем-то, да? Да, 13,6. То есть вот это 3 базовых элемента, которые мы с этого года
должны реализовать на этом участке. Новые рабочие места, поддержка молодых специалистов, дороги, коммуналка – те вопросы, которые главе наиболее часто задают в городах и районах Коми. Они еще раз подтверждают, акценты в плане развития региона, озвученные Вячеславом Гайзером перед республиканским парламентом, расставлены правильно. Максим Васильев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сосногорский район. Летнее время, по которому с подачи Дмитрия Медведева сейчас живет страна, для Коми, конечно, не лучший вариант. Несколько месяцев северяне вынуждены просыпаться в темноте. Очень хорошо, конечно, что Дума все-таки решила вернуться к этому вопросу. Но вот то, что предлагается, опять нас не устраивает. Вот вы готовы жить по местному времени? Это когда разница с московским как минимум час. Только-только мы стали привыкать к летнему времени, когда часы перестали переводить на час назад. И зимой просыпаемся мы в 7 утра, еще темно, а едем с работы домой, в 5 часов уже темно. Как опять новость, время снова будут менять. Федералы вновь задумались о здоровье нации. Как следует из докладов научных работников, большинство жителей страны сейчас просыпается раньше восхода солнца, что негативно сказывается на их самочувствии. Над временными поправками депутаты Госдумы работают уже с января. Принципиальных спорных точек, по которым нет единого мнения, и в регионах, и в Москве 3. Как следует из документа, решение по изменению времени отныне прерогатива только федерального центра. Мнение субъектов учитываться не будет. А раньше любое изменение утверждали первые лица исполнительной и законодательной власти в регионах. Вторая очень важная поправка – предлагается перейти на зимнее время. Напомню, что с 2011 года мы живем по летнему времени, не меняя его по сезонам. Данной поправкой предлагается перейти на зимнее время, то есть перевести стрелки часов на 1 час назад. Сегодня в России только 9 часовых зон. Коми, как и большинство центральных регионов, входит во второй пояс. То есть живем мы сегодня по московскому времени. К слову, на него мы равняемся уже более 20 лет. До 1992-го разница со столицей составляла 1 час. Сегодня многие вспоминают, в те годы часто была путаница при транспортных перевозках на автомобильных или железнодорожных маршрутах. Поездки, командировки, встречи в соседних регионах постоянно приходилось переносить. То и дело возникали проблемы со временем. Эта ситуация может повториться, уверены представители туристического бизнеса. По их мнению, разница с Москвой добавит головной боли. И самим туристам при бронировании путевок всегда придется дополнительно высчитывать время. И местным турфирмам придется пересмотреть свой график работы. Если тут будет 9 утра, то в столице России только 8. А ведь все головные офисы туроператоров находятся именно в Москве. Будет возникать путаница. И в дальнейшем, может быть, это и будет удобно, но с непривычки и нам это объяснять лишний раз, и туристу держать в голове эту информацию лишнюю, не совсем удобно будет. В переводе времени на первом месте даже не физиологический аспект. Человек привыкает ко всему. Весьма сомнительное предложение, что временные изменения влияют на биологические процессы. Насильственное пробуждение организма до восхода солнца якобы расшатывает нервную и иммунную систему человека. Этому нет научных подтверждений. Важнее социальный аспект. Разница с Москвой – неудобство для жителей, для государственных учреждений. Аргументом важным в эту зону, так сказать, почему мы попадаем, должно быть то, что республика северная. То есть территорию от 60 градусов северной широты, там особый фоторежим, особые, так сказать, биоритмы. И поэтому мы можем, как сейчас мы живем в московском времени, это было бы достаточно удобно. Впрочем, с мнением ученых готовы поспорить аграрии. Каждый раз, как стрелки часов меняются, падает продуктивность. Наблюдения фермеров показывают, буренки в этот период дают меньше молока. Период перевода на зимнее-летнее время, да, у коров это, у любых животных продуктивных, это снижение, это беспокойство, это получение стресса, они беспокоятся и, соответственно, конечно, это показывает результат, что продуктивность меньше. Им нужно время в течение нескольких дней, чтобы восстановиться, чтобы они привыкли к распорядку дня и в одно и то же время получали корм и проводилось доение. Сами жители Коми единодушны. По данным агентства по печати, почти все против перевода времени. Никому не хочется вновь подстраиваться под кого-то. Нам удобно, мы уже привыкли, и менять ничего не хочется. Если сегодня передачи, которые интересны, идут 23 часа, да, там, скажем, корреспонденты выступают, да, и во сколько же мы, пенсионеры, сядем и будем смотреть? Конечно, нет. И детские передачи также.
Если Госдума все же утвердит законопроект в нынешнем его виде, то с осени 2014 года мы перейдем на новое время. +1 к Москве. Закон вступит в силу 26 октября ровно в 2 часа ночи. Константин Куратов, Татьяна Супряткина, Владимир Шишкунас. Об итогах ожидания временных изменений. Теперь топ-7 времени итогов и сразу реклама. Не переключайтесь. В Выжимском районе завершились традиционные состязания. В трехдневной программе «Северное многоборье», метание аркана, лыжные гонки и праздник охотника, который традиционно проводится в деревне Ласта. В Москве выбрали мисс Зыряночку. Ею стала уроженка Пашги Анастасия Тихонюк. Национальный конкурс красоты прошел в постпредстве республики при президенте. За титул победительницы боролись студентки столичных вузов, уроженки Коми. Анастасия Тихонюк покорила жюри сотканной собственными руками женской сенокосной рубахой. Журналистам официально представили нового главного судебного пристава Коми. Андрей Торхов возглавил ведомство 12 марта. Он уже был на руководящей должности в республиканском управлении, однако в октябре 2012 был переведен в Свердловскую область. В Сыктывкаре завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров. В копилке сборной Коми 5 медалей – 2 золота, 2 серебра и бронза. Расследование смерти ярославского лыжника Александра Архипова будет возобновлено. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отменил постановление о прекращении дела после обращения к нему адвоката семьи погибшего. Напомню, 10 декабря 2012-го на лыжной трассе стадиона имени Сметаниной столкнулись 2 спортсмена. Один из них, уроженец Ярославской области, погиб от закрытой черепно-мозговой травмы. Более 150 тысяч буклетов получили города и районы от Ассоциации Совета муниципальных образований. В них краткая распечатка ежегодного доклада главы республики перед Госсоветом. В ассоциации считают, что на местах жители плохо знают о том, что происходит в Коми, а в буклетах подробный рассказ об изменениях, которые уже произошли, и перспективах. Жители Коми отреагировали на санкции, которые США и Европа грозят ввести против России в связи с крымскими событиями. Отныне президенту Америки запрещено посещение магазина «Мед» в Печорском районе. Не пустят Обаму и не примут от него объявление в редакции газеты «Моя Воркута». Санкции против американского лидера принимают и другие предприятия России и Крыма. Буклеты с докладом руководителя региона, о которых вы слышали, изданы, видимо, не зря. К теме неинформированности жителей республики сегодня снова вернулся кабинет министров. Какие программы принимаются, какие меры соцподдержки действуют, на местах не в курсе. Не нужна болтовня и формальная фраза ни о чем. Нужна конкретика во всем, заявил Вячеслав Гайзер руководителям муниципалитетов. Они сегодня отчитывались о житье-бытие своих территорий. Руководителю региона понравилось не все. Репортаж Татьяны Супряткиной. То, что заседание правительства будет жарким, стало ясно с первых минут. Вячеслав Гайзер сразу задал разговору жесткий тон. Он раскритиковал муниципальные власти за плохую работу с населением. По словам Гайзера, жители порой вовсе не знают, что происходит в республике. Об этом губернатору говорят каждый раз при личных встречах во время его рабочих поездок по районам. Отныне главам постоянно придется отчитываться перед кабинетом министров, как и чем живет их территория. Причем не просто называть цифры, а приводить конкретные примеры, какую помощь получают жители, и если нет, то в чем загвоздка. Вводим эти отчеты не просто так, не для галочки, а вот в этом расширенном формате, для того, чтобы можно было обсудить все имеющиеся проблемы, которые на территории там позиционируются. И обсудив, прийти к каким-то решениям оперативным. За обозначенную главой так называемую пустую болтовню первым досталось мэру Печоры. В муниципалитете запланировано строительство полигона бытовых отходов. Еще в прошлом году республика выделила Печоре более 60 миллионов рублей. Однако до сих пор абсолютно ничего не сделано. Пришлось после получения результатов изыскания, невозможности строительства там ТБО, пришлось искать другую площадку и начинать все заново. Мы вообще отдаем себе отчет, что прежде чем за что-то браться, нужно сначала организационные вопросы все решить. Чтобы потом люди нам не задавали вопросов, а какого черта, вы же нам сказали, что здесь будет, а у вас опять ничего не сделано. Да потому и не сделано, потому что мы прежде чем делать, ничего организационно не решаем.
За бездействие жесткой критики подверглись и власти Ухты, в частности, за сложившуюся ситуацию в поселке Водный. Здесь планируют построить полигон по захоронению радиационных отходов бывшего химзавода. Сейчас вокруг будущего строительства возникает много споров. Местные жители против могильника. Но, по мнению губернатора, люди просто не знают, что в действительности происходит, а общество будоражит кто-то намеренно. Я опять делаю вывод, что работа с общественностью по обсуждению этого проекта, его целям, задачам, его сути как таковой, все-таки на сегодняшний день поставлена недолжным образом. И еще с большим сожалением констатирую факт, что люди, которые на этом себе пытаются заработать некий политический капитал, противовес того решению той задачи, которая на самом деле является очень важной, не только для Ухты, для республики. Они сегодня идут впереди. И то, что они будоражат народ, то, что они на самом деле намеренно заговаривают эту тему и уводят от сути обсуждения, это же не просто так. Я думаю, что нам просто нужно усилить здесь составляющую медийную с точки зрения разъяснения в средствах массовой информации позиции и руководства республики, и руководства муниципалитета, чтобы поставить окончательную точку в этом вопросе. Отвечать Михелю пришлось еще и за свою же жалобу. Мэр Ухты посетовал на то, что в район не едут медики. Узких специалистов не хватает. Еще добавлю, что Ухта получила еще один, можно сказать, неуд за работу с молодыми специалистами. На сегодняшний день в муниципалитете острая нехватка врачей. Однако в районе не разработана ни одна своя муниципальная программа по их поддержке. Откуда в таком случае вы ждете пополнения? На этот вопрос, однако, на вопрос Гайзера никто не смог дать никакого четкого ответа. К третьему докладчику, руководителю Сысольского района Владимиру Мальцеву, вопросов почти не было. Муниципалитет – один из немногих, где четко исполняется поручение правительства. Например, решена проблема с очередями в детские сады. Но рождаемость настолько велика, что дефицит с устройством в них малышей вновь начинает ощущаться. Впрочем, и в этом случае район не ждет помощи от республики, а ищет самостоятельно инвесторов. У нас не хватает, как уже я и говорил, что у нас не хватает места в детских садах, это поселка Первомайский и села Кунев. И мы собираемся строить там в рамках, скорее всего, получится в рамках ГЧП, государственно-частного партнерства, садик 1 на 3 поселения. Это на Первомайский, Кунев и закрытие ветхого здания садика Вотчи. Поэтому на 70 мест. Руководители муниципалитетов сегодня в очередной раз услышали призыв. Надо работать на местах и четко выполнять поставленные задачи. И чтобы это в первую очередь ощущали рядовые жители региона. Татьяна Супряткина, Владимир Шишко, у нас телеканал Юрган. Усинск готовится к своему 30-летию. В оргкомитет большого праздника на правах заместителя председателя вошел вице-спикер Госсовета Станислав Хахалкин. Сейчас он как раз в Усинске, откуда и выходит с нами на связь. Здравствуйте, Станислав Юрьевич. Добрый вечер. Я так понимаю, что вы там не только к юбилею Усинска готовитесь. Ваша поездка рабочая получается какая-то уже очень многодневная. Ну, наверное, да. Чем вы там занимаетесь? Ну, встречаюсь с людьми, общаюсь в рамках такого, у нас есть проекта «Парламентский контроль» с депутатами городского совета. Мы посещаем округа, знакомимся с людьми, смотрим как раз о работе, взаимодействии. И, вы знаете, наверное, очень такие позитивные встречи проходят. У меня были поездки по деревням, по селам района. Вот, ну, практически каждый встречи. Чем встречает вас глубинка? Насколько проблемы Усть-Усы, Новик-Божий отличаются от проблем, которые испытывают жители, скажем, Краткеросского района, Прилузского, там, юга республики? Ну, вы знаете, в большинстве своем, наверное, они проблемы схожи, потому что деревенские жители, они, в общем-то, вот сегодня общая такая всеобщая проблема регионального уровня, это бездомные собаки, это, значит, какая там проблема, как полусистемно столкнулись с такой проблемой, как водоснабжение. Вот. Есть такая проблема, как обеспечение дровами.
Ну, это все такие проблемы, которые, в общем-то, решаем и будут решаться. А в чьей компетенции решение этих проблем? Это уровень местной власти, наверное, все-таки. Ну, это, наверное, да, сегодня те же дрова, это уровень местной власти. Это то, что касается сегодня по собакам, ну, сегодня самостоятельно были все машины закрыты. То, что касается бродячих собак. И очень надеюсь, что в апреле мы рассмотрим во втором чтении, то есть который позволит как раз уже бороться с этой такой, ну, проблемой, не только в Усинском районе, а во всей республике. А спрашивают ли вас люди о ваших мэрских амбициях? Потому что ваша поездка, честно говоря, выглядит совершенно не случайной в район. Ну, вы знаете, да, задают такие вопросы, задают вопросы по уставу. Вот, к сожалению, сегодня, наверное, жители района не до конца понимают и как-то понимают, что сегодня это отмена выборов мэра. Вот приходится объяснять, что это ни в коем случае, это те же самые выборы, только выборы, может быть, сегодня не всенародные, а выборы депутатов городского совета. То есть это выборы через депутатов, через представителей народа. Я слышала вашу позицию по поводу Усинска такого рода, что Усинск – город-донор в республике, и республика должна это учитывать. Правильно ли я вас понимаю? И хотелось бы понять, как именно республика должна подчеркивать свое расположение к Усинску. Ну, вы знаете, я действительно говорил такое, и это даже не мое мнение, это мнение Усинска. Даже встречаясь в населенных пунктах, деревня, поселки, сегодня действительно звучат такие вещи, как учителя, допустим, те же врачи, бюджетники, которые сегодня работают, и сегодня получают не такую зарплату, несравнимую с теми же нефтяниками. Вот. И для них очень важно сегодня как раз, вот, может быть, то уважение, та оценка их труда. Сегодня мы все прекрасно понимаем, что нефтяники это хорошо, это замечательно, да, налоги это сегодня доход в казну, но если бы, как сегодня нефтяники обойдутся без тех же воспитателей в детском саду, учителей, врачей, и других содержат. Ну, если вам придется там работать, в конце концов, я думаю, вам не страшно будет принимать это хозяйство? Ну, вы знаете, я бы никогда бы не дал согласия, если бы боялся всего этого. Но мне, может быть, проще, чем кого-либо, потому что я вырос в этом городе, это мой город. Вот, сегодня я с большим удовольствием гуляю пешком по этому городу, встречаю знакомых. Вот, вы знаете, мне доставляет очень удовольствие, потому что это живое общение с жителями города. Вот это, может быть, как раз тот самый источник сегодня информации, первоисточника, как раз от людей, живых людей. Насколько я понимаю, оргкомитет сейчас собирает какие-то предложения от жителей района по тому, как отмечать юбилей. Вы знаете, да, в своих поездках как раз я общаюсь с населением, мы уже сейчас начали поступать предложения по поводу празднования как раз этого юбилея нефтяной столицы. 30 лет Усинского и 85 лет нефтяной промышленности. И, наверное, сегодня очень важно провести этот юбилей достойно, не только для жителей города Усинска, но для всего района Усинска. Но здесь должно быть, наверное, что-то необыкновенное. Вы знаете, да, мы на прошлой неделе собирали рабочую группу, вот, и начали поступать предложения, появились какие-то, значит, уже мысли по этому поводу, но я могу озвучить сегодня такую замечательную идею, которая родилась у Усинцев, сделать островок, знаете, старого доброго Усинска. Мало кто знает этот казус, а вот в Усинске помнят такие поселки, как Фантазия, Романская, вот, знаете, поставить балки, вагончики, сделать площадку пару, чтобы люди могли вспомнить, увидеть старые фотографии, старые снимки того старого доброго Усинска. Ой, это по-настоящему здорово, мне кажется. Удачи вам в этом начинании. Спасибо большое. Спасибо. Заявление дня. Общественная палата Коми намерена посадить за стол переговоров всех участников подготовки к Паралимпиаде Марии Ивлевой, которая, увы, вернулась из Сочи без медалей.
Нам говорили, что все абсолютно есть, все абсолютно готово. И когда мы потерпели, будем говорить, все-таки фиаско, я считаю, что это так, потому что Мария была одна, я знаю, что средств ушло очень много, то, конечно, вот мы, наша организация, очень хотим и задаем вопрос агентству по спорту. Что же произошло? Почему же у нас сегодня мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали? Хотя я говорю, что до этого мы получали информацию, что у нас все нормально, все хорошо и подготовка идет полным ходом. Масло в огонь подлил и тренер Марии Александр Поршнев. В эфире Первого канала он заявил, что винтовку Маше купили поздно, к тому же она не подошла спортсменке. Сегодня председатель общественной палаты выразила тревогу за все паралимпийское движение в Коми. Хотя в регионе, считает Маргарита Колпащикова, для его развития есть все. Ему на этой неделе исполнилось 65, а кто даст? Наш знаменитый земляк Валерий Леонтьев по-прежнему в форме. И никаких вам прощальных интервью и гастролей. Сцену покидать Леонтьев не собирается. Евгений Ракин родился, когда Валерий Яковлевич был уже популярен. Поэтому для него Леонтьев – живая легенда. Сердце мое горит огнем, держит меня любовь капкан. Валерий Леонтьев все такой же молодой, энергичный и подтянутый, с годами совсем не меняется. Человек-загадка с удивительной судьбой, который добился вершины успеха благодаря уникальному таланту и жажде петь. Даже в 65 он по-прежнему собирает полные залы поклонников, а его концерты охотно посещают не только взрослые, но и дети. При этом сцена для артиста является прежде всего местом самовыражения. Только здесь певец чувствует себя свободным и самодостаточным. Я никогда не верил, что я стану в один ряд с людьми, которых показывают по телевизору. Мне нужно было всего лишь выйти на сцену, неважно какой она будет ширины, 2 метра, 3 метра, 1,5, или это будет табуретка, и чтобы на меня светил хоть какой-нибудь фонарь. Фонарь меня всегда воодушевлял. Вот если что-то светит вот оттуда, хоть одна лампочка. Один из главных жизненных принципов Леонтьева – вечно быть молодым. И, похоже, ему это удается. Артист уверен, все только начинается. Как ему удается так хорошо выглядеть? Расскажите нам, вот, Сергей Яковлевич, что нужно делать по утрам? Что, пить кровь младенцев? Я не знаю, как? Я совершаю пробежки ежевечерние. Я наматываю свои километры на сцене, естественно, сжигаю калории там. Я знаю, что надо, Андрей. Да. Надо быть добрым внутри. И надо излучать тепло, не завидовать и радоваться успехам других. Кто бы мог подумать, что уроженец глухой Коми деревушки Усть-Уса, сын ветеринара-оленевода, станет настоящей суперзвездой. Тем не менее, творческий путь Валерий Яковлевич начал именно в Коми-крае. Первый сольный концерт в Доме культуры шахтеров в 1972 году сразу же раскрыл для публики его талант и огромный потенциал. Он уже пытался тогда совместить песню и танец. Вот. Ну, не везде, конечно, я говорю, что это был эксперимент для него, для всех. Но он уже пытался. Он был очень, понимаете, он изучал вообще вокальное искусство, эстрадное искусство. Он много очень смотрел и фильмов, и очень много читал. Он, кстати, интересный и начитанный человек. В том же году Леонтьев выигрывает в Сыктывкаре республиканский фестиваль-конкурс и направляется на учебу в Москву во Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства Георгия Виноградова. С этих побед артист идет только дальше. Хотя, признаться, многие в то время сомневались, что Валерий Яковлевич выбрал именно тот путь, для которого был рожден. У меня же еще и семья была, и родственники, которые не только не советовали, а до скандала просто дело доходило. Куда? Надо делом заниматься, он кончает институт горный. А вы не закончили? Куда там? Не закончили? Нет, я так, 3 курса. 3 курса, да? Кое-как, небось, да? Кое-как. Вечернее отделение, вечерним днем-то работал. В молодости Леонтьев отличался непростым характером. Нередко возникали конфликты с руководством Республиканской филармонии, в которой он работал. Хотя зачастую от гнева начальства спасала известность. В то время Валерий Леонтьев был солистом ансамбля «Эхо», в составе которого объездил почти весь Союз, гастролируя, впрочем, в основном в провинции. Прогрессивная для того периода леонтьевская музыка и еще более прогрессивная подача тогда воспринимались цензорами как нечто развязное, явно выбивалась из общепринятых границ эстрадного творчества. На бланке художественный руководитель вот писал:
Ваша жалоба рассмотрена на комсомольском собрании, филармонии, в Леонтьев. Дальше я уже разнообразил. Там были варианты: лишен премии за квартал, лишен, допустим, премии за 2 квартала. Долгое время на родине певца в коме не то чтобы не признавали, но как-то не воздавали, что ли, Леонтьеву по заслугам. Когда артист покорял Москву и получал мировое признание, он будто этим доказывал, что напрасно его не понимали. И лишь в 2009-м тогдашний губернатор Владимир Торлопов впервые присвоил народному артисту России еще и звание народного артиста коми. Я на самом деле, когда узнал, что едет к нам вновь Валерий Яковлевич, я не подозревал, что у него нет этого звания. Вот, я не думал, ему давно уже присвоено. И когда я попросил открыть все архивы, говорят, да нет такого, я был сильно удивлен и решил, как сказал уже, историческую несправедливость исправить. Спасибо, это было другое время, сегодня новое время. Владимир Александрович Торлопов, спасибо. Далеко не каждый артист может настолько отдавать себя публике. 2 часа живого звука и света, ослепительные костюмы, яркий экспрессивный шоу-балет, любимые хиты и, конечно же, общение с залом. Он всегда в моде или абсолютно вне ее. На его концерты приходят все, от 5 до 75, а в армию почитателей постоянно вливаются подростки и молодежь, как, например, эти дети, которые ко дню рождения любимого певца подготовили мультипликационное поздравление. Вот танцы красивые, они мне напоминают спектакли. Я бы тоже хотела научиться так танцевать. Евгений Ракин о живой легенде российской эстрады, чья харизма и талант оказались неподвластны временем. Увидимся через неделю. Всего доброго и до встречи.